Мы продолжаем ночь в музее. Рядом стоит Оскар, правда это якутский Оскар, и рядом стоит теперь республики, я правильно понимаю? Вот сейчас открылось, что это первое на Дальнем Востоке, но здесь я узнал, вы у нас лучше знаете. Честно скажу, мы такие выставки делали, когда еще были на первом курсе университета ГРФ, знаете, дискотеки с кинопроекторами. Было такое, да? И там все показывали. И сейчас совсем другая технология. И вот вы сказали, что в Москве они тоже начались, но на Дальнем Востоке вообще первые. Вообще в России, да, мультимедийные выставки, где оживляют картины художников, они тоже начались не совсем, как сказать, давно. Например, буквально в прошлом году мы были на выставке импрессионистов. Просто шикарная выставка, когда именно оживление картин. Эти технологии, они вот только-только начинают внедряться, и замечательно, что наши якутские ребята, совершенно не отставая от мировых тенденций, здесь у нас в Якутске сегодня делают такие вещи, которые, действительно, вот, площадки. И я бы хотела особую благодарность еще высказать в адрес руководства исторического парка «Россия. Моя история», потому что Дмитрий Иванович Соловьев со своей командой, то, что они делают, это бесценно. Многие спрашивали, зачем этот музей, что вот он будет не живой, что это нет здесь истории, но на самом деле, они, как вот вы видите сегодня, они привлекают гораздо больше людей. То есть можно делать музей прошлого, настоящего и будущего. И тогда такие музеи становятся очень живыми, очень, так сказать, привлекательными для именно будущего поколения, для молодого поколения. Смотрите, я увидел немножко другое, да, понимаете? Тоже учился, да? На наших великих художниках. Я просто к тому, что здесь появилось новое. Оставлять им истории, потому что на самом деле, сохраняя прошлое, мы развиваем будущее. Сегодня ребятам показывают, что таким образом можно замечательно, что прекрасный образец, который просто в очереди стояли, там, не знаю, 2 часа, 4 дня стоял, чтобы посмотреть. Эта выставка еще будет привлекать своих. Конечно. Я просто помню наш национальный художественный музей под руководством Аси Львовны Габушевой тоже же делал очень интересные проекты, например, технология, как она называется, удаленной реальности, по-моему, так она называется, когда тоже картины оживали, но они оживали, допустим, в каких-то гаджетах. Эти технологии музей сегодня везде в мире применяют, и именно это является источником для того, чтобы людей выпускать в музейное пространство, для того, чтобы историю передавать, оставлять молодежи. Таким образом нам сделать так, чтобы наше юное поколение увлекались историей, читали историю, знали историю, тем более своей страны. Это серьезный вопрос, и кажется, что все это как бы иногда там ребята очень быстро все придумали делать. На самом деле за этим кроется очень большая глубокая работа, которая позволит сохранить интерес к истории. На самом деле, я говорил, что там достаточно легко говорила, да, но с точки зрения творчества достаточно сложно совместить музыку и картину, чтобы это действительно очень серьезные вещи. Видите, как у них коллаборация. Алексеев, замечательный современный музыкант, музыку, он играет ее. И естественно, что они обращаются в такую на каких-то дискотеках. Я, конечно, утрирую, и здесь появилась новая технология мультимедийная, которая может позволять это делать уже на таких больших пространствах. Я имею в виду только из-за того, что у нас здесь полярная ночь. Да, замечательное время. То есть вообще вот история, пример круглогодичного общественного пространства, когда люди независимо от времени года могут интересно проводить свое время. И парочка поколений, наш проект, да, как раз нацелен вот на такой формат. То есть мы должны давать нашим будущим поколениям, молодежи площадку для того, чтобы они могли
этом еще быть очень глубокими людьми, то есть понимать историю, быть нацеленными на будущее, зарабатывать плодотворной творческой жизнью. Заметил, да, вот, кто это. Вот. А там Сразу не вопрос говорится. героям, да, но это же посыл. Теперь люди сегодня как раз интернет такие просторы, когда можно любой артефакт найти, но просто вопрос, как направить молодежь туда. Это же очень важно. То есть, в принципе, они могут найти сегодня любые знания в любой сфере. Но вопрос, как эту сферу найти, свое направление, и как бы не уходить, например, в поверхностные вещи, а находить другие вещи. Именно такие вещи, что многие посетители выставки увидят картину, мы там ориентированы. Да, и здесь выяснилось, что данный пустырь за парком «Моя история» это общественное пространство, то есть сейчас идет разработка, как зачем, но они на определенном пространстве лучше не делать, сделать там зону, как в Владивостоке, когда есть там же университет, там они разбили экзотические растения, но там можно лежать, можно спать, но нельзя там определить. И вот здесь они там много споров было, но они тем не менее хотят, чтобы найти ту нишу, которая бы устроила всех горожан. Это уже ваш принцип, да? Это, да,